Так, ассалам алейкум. Добрый вечер. С вами снова я, Аслан Арцуев. Сегодня у нас опять стрим нас застал в дороге. 29 мая 2020 года. Так, скажите, как меня видно, как меня слышно. Так, витаю, говорит радиомотор. Витаю, радиомотор. Не видно, да? У меня на экране меня не видно. Так, 10 на 10, все, меня видно. Да, качество, конечно, не очень хорошее, как хотелось бы, но пока не стемнеет еще. Так, ну у нас тут есть и свет небольшой, попробуем. Так, давайте буду вот тут вас читать. Почему-то не одновременно появляется. А вот, все, появляется. Ассаламу алейкум. Здравствуйте всем, говорит чеченский след. Алейкум салам, Машвоэль. Так. Здесь у меня не появляется. Сейчас, одну минутку. Вот, все появилось. Гушу, хэшу. 10 на 10. Все отлично. Да, он наконец-то. Салам алейкум, Руслан. Буду. Алейкум салам, Руслан. Как найти Машвоэль, Машалхиль. Чечня, Россия на месте. Гушу Владимир Лившич. Шалом. Шалом, Владимир. Ассаламу алейкум. Здравствуйте всем, чеченский след. Алейкум салам, чеченский след. Машвоэль. Михаил Барсук. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый. Михаил, приветствую вас. Чувак Чуваков. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Видно хорошо. Ассаламу алейкум салам, чувак Чуваков. Машвоэль. Чингуа. Ассаламу алейкум. Хоми телефон Чухау Сархой. Ва алейкум салам. Алис Гуд Аслан. Тор говорит. Тор, приветствую. Александр Уайт, салам всем, Аслан, и всем свободным людям. Ты куда-то едешь на паркинге? Да, стою пока сейчас на паркинге. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, алейкум салам. Ты где, Асан? Я практически в Гамбурге, рядом с Гамбургом. Ассаламу алейкум, ассубу свободным людям, алейкум салам. Ассаламу алейкум. Как дела? Как? Так, глючит, Аслан, глючит? Ну ладно. Эд Мамедов, салам, Аслан, салам, Эд, рад тебя видеть. Не выдавай свои данные. Хорошо, не буду. Вас постоянно предупреждаю об этом, да? Ну, да. Добро пожаловать в чат, напоминает Чинго. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. О чем речь пойдет, спрашивает. Так, Владимир Рябинович на месте. Чувак Чуваков спрашивает, о чем пойдет речь. О чем вы будете спрашивать, в принципе, о том и будет. Так, хотел тоже обсудить кое-какие вещи. Ну, по ходу обсудим. Несколько тем там будет. Как поживаете, Аслан Муалим? Хорошо поживаю. Спасибо, Руслан. Нох, чинох, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, Стигел, Германия. Аслан, приветствую тебя. Говорят, опять Рамзанчик укатил в Москву. Да, слышал, что вот улетел, говорит. Видимо, нужно решать серьезные вопросы. Этот Путин сидит в бункере, зависает, да? У меня на телефон не зависает. Я не знаю, почему. У вас зависает. У меня вроде бы не зависает. Дождь дается. Салам алейкум, Симферополя, говорит, Кремль Якуб. Ва алейкум салам, брат. Держитесь. Юрий, а где это светло? Это у нас тут светло, в Германии. Дикью говорит, так, все отлично, говорит, могу скинуть маршрут Кадырова. Чино хочет скинуть вам маршрут Кадырова. Чечня не Россия, дикий он, говорит. Так, давайте посмотрим дальше.
Аслан, как найти, говорит, Аслан, наверное, видел последний видос Сотника и Чубайса. Нет, к сожалению, не посмотрел, я этого Игоря Чубайса видеть не могу. Поэтому я не стал даже Сотника смотреть не стал. Хотя я его смотрел у него, у Сотника, этого Чубайса. Но в этот раз, на самом деле, был очень загружен и не смог посмотреть как следует спокойно. Я смотрел это видео Сотника предпоследнее, ну, как обычно. А вот этого не смотрел, Чубайса не смотрел. Да, он имперец. Было бы очень хорошо сделать тебе видос Чубайса. Вот он, имперская скотина, он болтает без оппонента, а ты бы его облил холодным душем. Я первый раз, когда поехал в этот форум «Паскудной России» в Вильнюсе, там как раз была вот эта тема, мы там обсуждали разные вопросы, и было обсуждение по поводу Илларионов. Андрей Илларионов предложил выйти, добровольно дать право всем, ну, как и было положено, да, в начале 90-х, как они планировали, как записано было в их решении Верховного Совета, дать право всем, кто пожелает, выйти из состава СССР, России, ну, сейчас Илларионов говорил про Российскую Федерацию. И один, ну он, может, был не один, но Игорь Чубайс был самый главный, кто был противник того, чтобы мы вообще поднимали и обсуждали этот вопрос. Да, ты абсолютно прав. Игорь Чубайс – это имперская скотина, с которым у меня произошел конфликт. Он сидел передо мной как раз, ну, я ему высказал немножко. И поэтому я знаю, что у него вот, ну, фашист, самый настоящий фашист. Нет такого понятия имперства, есть понятие фашизм. Что значит имперство, да, империя? Это в принципе, это уже архаика, это уже все, это уже средние века, нет уже империй. Одна вот фашистская Россия осталась, других империй не существует в мире. Вот только одна Россия есть. Причем она самая кровожадная, самая такая беспринципная. Так вот, империя, это значит, я, например, да, я империя, и моя страна, моя нация, мой этнос, моя культура, она выше других культур. И другие культуры должны говорить на моем языке, придерживаться другие этносы, говорить на моем языке, придерживаться моей культуры. И их недра, их люди, все должно принадлежать мне. И если эти люди не захотят, да, даже в конце 20 века, в 21 веке мы увидели, да, если эти люди не захотят жить с этими людьми, да, по какой-либо причине, да, может быть, их не устраивает там, ну, что угодно не устраивает, да, или у них есть просто право жить свободно, то этих людей нещадно уничтожают. Убивают культурно, духовно, нравственно, морально, физически. Уничтожается все, что связано, да, и не убиваются не только люди, как говорил Джохар Дудаев, русизм – это разновидность фашизма, расизма, только в более извращенной форме, да, приблизительно его, цитируя, скажу. Они испытывают ненависть и нетерпимость не только к людям, они испытывают ненависть ко всему живому, ко всему растительному миру, да, природе, да, принцип выжженной земли. Вот что такое имперство, русское имперство. И русские, я знаю русских, да, как я очень хорошо отношусь, да, меня некоторые обвиняют, что я тут там очень плохо отношусь к русским. Нет, это неправда. Я очень хорошо отношусь к некоторым русским, с которыми дружил, общался много лет. И они знают мою позицию по поводу того, что делает их страна. Но при всем при этом этих людей, нормальных, порядочных людей, очень-очень мало. И русские сами знают, что их очень мало. И эти люди, которые появляются в этом русском обществе, которые за справедливость, за права людей,
права человека. И эти люди на самом деле заслуживают даже большего уважения, чем люди, появившиеся вот, борцы за там, правозащитники, настоящие, не симулякры, которых в России огромное количество, имитация правозащиты, а настоящие, которые искренне в это верят, которые искренне желают что-то изменить в лучшую сторону. И эти люди, появившиеся в русском социуме, в фашистском социуме, они намного больше заслуживают уважения, чем даже люди, появившиеся в других этносах с такими же взглядами, потому что им намного тяжелее. Достаточно вам просто сказать, что вы уважаете чеченцев, уважаете кавказцев за что-то, конкретно за что-то. И вы в русском обществе, вы становитесь врагом, вы становитесь предателем. Это правда. И этот фашизм, русский фашизм, это русизм. Вот Дудаев Джахар вывел вот такую, и он, этот человек отлично знал, он был в самом сердце, можно сказать, вот этого русизма в армии, в советской, в русской армии. Не было никакой советской армии, нет никакой российской армии. Это русская армия, это русская ФСБ. Преследуют они русские национальные интересы. И Дудаев Джахар очень хорошо знал, о чем говорит, да, и я полностью с ним согласен. Я пришел не сразу к этому, но я пришел, и я понимаю, да, это так. При всем при этом, огромное количество людей среди русских сами забиты, замучены. И такая отрицательная селекция произошла с русским народом, и остались худшие. Убивались, и тот, кто делает что-то хорошее, он уже становится каким-то не своим. И вот Игорь Чубайс, с которого я начал свой разговор, это фашист, русист, русский фашист, самый настоящий. Он может говорить какие демократические вещи, его брат такой же мерзавец, коррупционер и подонок, который много лет грабит Россию. Игорь Чубайс тоже, я думаю, не бедный человек, да, как и Толик, его брат, нанотехнологии производит. Так и не произвели. И вот я помню, лет, наверное, уже сколько, 10-15, там, сколько он уже возглавляет только вот это нанотехнологии. За это время Анатолий Чубайс не произвел никакой открытия никакого. Миллиарды русских, российских денег, да, вложено в это. Разграблено все, ничего нет. Вот сейчас коронавирус гуляет по России. При всем при этом нет у России достаточных даже масок, даже элементарных средств защиты, не говоря уже о том, чтобы лечить людей. В России огромное количество бедных и нищих. Что изобрел Анатолий Чубайс, брат Игоря Чубайса? Поэтому Игорь Чубайс это русист, русский фашист, с которым, да, я с удовольствием с ним поговорил бы, но он не будет со мной разговаривать. Он не будет со мной разговаривать, потому что наши аргументы, они не потому, что мы красиво, хорошо говорим. Нет, наши аргументы, они железобетонные. И против нас говорить очень сложно, потому что мы стоим на истине, мы говорим правду. А правду, как известно, говорить легко. Я бы с удовольствием с ним поговорил бы, чтобы показать, что его позиция несостоятельна. А знаете, они как говорят, когда начинаешь, так говорят, Чечня это отдельно, ладно, Чечня-то, конечно, Чечня заслуг, когда ты уже начинаешь конкретно говорить, тогда они начинают так говорить. Так что вот так вот. Давайте перейдем. Вот тут Юрий пишет, робот Игорек – это достижение вот их нанотехнологий. Да. Причем Игорь это Игорек этот, который в честь Чубайса брата своего назвал. Так.
в звуке помехи, как по рации, говорит, чувак. Вроде бы нет, говорят. Не зависай, звук чуть чувствительный, может меньше. Виктория В. Виктория В. Алейкум салам. Ассаламу алейкум, говорит. Анзор Иран Чубайс, имперец тот еще. Казахстан. У нас темно, ночь и дождь бушует. Да, у нас тоже, я уже смотрю, скоро стемнеет. Да, у нас светло, Владимир Абинович. Чеченский след говорит. Я смотрел этого Чубайса из-за сотника. Чубайс хорошо знает курс советской школьной истории. Да, это на самом деле эти люди, они распиарены, да. Просто посмотрите, вот для чеченцев, как живой пример. Возьмите Кадырова Рамзана. Если бы его не сделали бы главой, если бы он не назначила бы его Россия главным гауляйтером над оккупированной территорией, скажите, кто-нибудь, когда-нибудь, на какую-нибудь должность, даже глава администрации какого-нибудь сельского поселения, кто-нибудь назначил бы его? Нет. А теперь он академик, теперь он пишет диссертации какие-то, встречается с разными людьми во всем мире, ну, грубо говоря, во всем мире. Ну, там в арабские страны несколько раз ездил. Был бы пастухом республики, говорит. Да. Поэтому вот их разные профессоры, там, академики, это все надумано, выдумано все, да. Пишут за деньги, все это пишется, все это делается. Взять того же Путина, ему тоже писали его работу, не помню какую работу, писал Литвиненко такой есть в Санкт-Петербурге, по-моему, да, Санкт-Петербурга, ректор технологического, по-моему, университета или института. Ну, это все мы, например, Мединский, министр культуры. Откуда там, я не знаю, нужно вообще это министерство. Тоже говорят, тоже плагиатом занят. Было все украдено. Так что вот так вот. Так, давайте дальше. Ася Исаева, здравствуйте, вас интересно слушать. Спасибо, слушайте на здоровье. Так, Енка. Давайте сперва Руслана. Так, как найти сперва тогда уж. Ну, в этом случае он тебе интервью не даст. Дедок, Волель и Игорек, и Антоша Чубайсы. Так, Руслан Абудов, Аслан Муалим, слышали о шамане, он, кажется, из Якутии или из Бурятии. Путь брал к Путину. Они даже шамана боятся. Ну, я вообще исхожу из того, что сам Путин, он общается с потусторонними силами. Потусторонние силы у нас есть только две, да, как мусульманин, я в это верю. Есть только ангелы и божьи проводники, и есть бесовщина. Не думаю, абсолютно убежден, что с этим дьяволом, с этим пособником дьявола будут общаться ангелы. Поэтому убежден, он общается с бесовщиной. И когда шаман пошел, шаман, видимо, вызывает у них опасения. Они боятся вот этих моментов очень сильно и считают, что они такие великие стратеги, ну, великие правители мира, короче говоря. Поэтому я думаю, реально они его боятся, этого шамана Габышева, да, и правильно делают. И я считаю, что Габышев не то чтобы изгнал бы Путина, ну, в смысле, потусторонними силами изгнал бы его из Кремля. Габышев собрал бы людей. Если бы он шел бы на этом марше, я уверен, русские начали бы присоединяться.
русским не хватает лидера. Габышев в этом плане говорил очень адекватные вещи, и самое главное, он говорил смело. Вот русским не хватает смелости. Ну, что случилось с Габышевым, мы тоже знаем, да, и организоваться в большую группу у русских не получается. На это есть оправдание русским, есть уважительная причина, да, работают спецслужбы, ФСБ, самая террористическая, фашистская организация всех времен и народов, которая должна быть запрещена во всех странах мира, и вообще в мире, во всех странах, во всем мире она должна быть запрещена. ФСБ, ГРУ – это террористические, бандитские организации. Руководители должны быть привлечены к уголовной ответственности и посажены пожизненно на длительные сроки, должны быть закрыты эти преступники из ФСБ, КГБ, НКВД. Это меняется только вывеска, как у обанкротившейся фирмы, чтобы начать заново. Но остается тот же коллектив мошенников, убийц, преступников, коррупционеров. И они не дают русским попробовать что-то сделать в этом плане. Но, конечно же, русские запустили ситуацию очень далеко, и она уже критическая сейчас ситуация, и русским придется, если будут такие русские, и, я в это не верю, если честно, придется пролить много крови, чтобы победить это зло. Скорее всего, Россия просто расползется на разные части, и каждый будет управлять у себя, и каждый начнет избирать у себя власть. Посмотрим, что будет, загадывать не будем. Нам без разницы, как это произойдет. Главное, что произойдет, и мы будем всячески разоблачать их ложь и всячески помогать этому процессу. Так, давайте посмотрим, что вы говорите. Да, он говорил, что Путин каталепсию, когда шаман дошел до Улан-Удэ, поэтому воспринял шамана всерьез и испугался. 1,5 часа не мог прийти в сознание. Во-первых, то, что говорит Соловей, путинский, КГБшный, ФСБшный пропагандон, надо делить на 10. Да, он выдает информацию, он сейчас пытается, показывая, что он имеет инсайдерскую информацию, заинтересовать собой разных журналистов, в том числе и Сотника, и других людей. Сам он ведет блог, каждое утро показывает там разные ситуации, объясняет. И он занимается пропагандой. Да, он в какой-то степени понимает, что народ очень недоволен Путиным, и в какой-то степени пытается возглавить вот это протестное движение. Это распространено. Если вы помните, Соловей занимался, обучал, подготавливал блогеров. Не только блогеров, YouTube-блогеров, которые там рассказывают что-то, но даже в социальных сетях, которые есть. Обязательно вот я это сам помню, он в самом начале еще своей вот этой открытой уже деятельности начал говорить, кошечка должна быть обязательно там на фотографиях, чтобы к вам расположились там, и так далее, и так далее, и так далее. Он фактически все это рассказывал. И поэтому мы видим, что сейчас в Ютубе есть, в Фейсбуке есть много-много троллей, специально сделанных таких искусственных аккаунтов, которые, и там, цеховики их еще называют, которые занимаются вот этой деятельностью, которая нацелена на то, чтобы вот это протестное настроение, негативная вот эта масса, которая накоплена в людях, ее направить в нужное русло. Опять же, возвращаясь к тому, что делал Ельцин. Ельцин то же самое сделал. Огромное количество, масса вот этой негатива было накоплено, и это все должно было вырваться наружу. Если это вырвалось бы в свободном, да, бесконтрольно вырвалось бы в свободном своем разливе, разлилось бы по России, по Советскому Союзу тогда вот это недовольство, то я вас уверяю, все КГБшники были бы иллюстрированы.
Это была самая большая ошибка. Их всех надо было люстрировать. Ни один человек не должен был прийти к власти. Но появились Ельцин, который, стоя на площади, на Лубянской площади, по-моему, тогда на площади Дзержинского называлась, они сносили этот памятник с Дзержинского, и все, вот самый главный враг ФСБ, КГБ, тогда он назывался КГБ, нужно было вот это КГБ зайти, открыть все архивы и арестовать главных действующих лиц, да, председателя КГБ и так далее. И Ельцин сказал, мы же не пойдем, 2 раза он повторил, есть это видео, мы же не пойдем, и ведущие, да, митинг, ведущий протестное движение остановил их. Это самая большая была ошибка. И именно ради этого появляются Навальные, Соловьи разные, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если вы помните, в 2011-2012 годах, когда был массовый выход людей на митинги, тогда Навальный, Собчак, кто там, Яшин и другие вот эти симулякры, имитаторы лидеров общественного мнения, эти люди слили фактически. Никто не сказал, давайте будем стоять здесь, или давайте пойдем на Кремль. Не готова была тогда фашистская власть. Именно из-за того, что они слили эти митинги тогда, в 2014 году, через 2-3 года, началась война в Украине. Был захвачен Крым. Для того, чтобы отвлечь внимание. Это во все времена было. Вы можете открыть любой исторический учебник и посмотреть, если внутри накоплена недовольная масса, то обязательно надо начать новую войну. Потому что все эти горячие головы отправляются туда, добиваются каких-то побед, успехов и даже таких фантомных, выдуманных, ненастоящих побед. И ситуация меняется, да, о вас забывают. Потом, когда это забуксовало в Украине, перекинулись на Сирию, потом Ливия, и вот везде начинается вот такое отвлечение. Но это везде кровь, это не просто какое-то отвлечение, это убийство людей. Убиваются люди, бомбятся, уничтожаются. Если вы помните, видели то, что происходило в Сирии, это преступление против человечности, военные преступления, геноцид сирийского народа. Поэтому я думаю, эти Соловьи, возвращаясь к Соловью, то, что он говорит, надо делить на 10 как минимум, да, если не больше. Да, выдает какую-то информацию, да, и говорит, он часто выдает, что там Путин не боится. Боится, Путин трус, самый большой трус. Человек не может, да, 30-40 лет быть патологическим трусом, которого там Хоза Сулейманов пинками пистолет у него отбирает, да, в Питере была встреча, Путин курировал бандитов, и туда приехал чеченец Хоза Сулейманов. Этот действующий КГБшник, Путин тогда, достал пистолет и начал махать этим пистолетом. Хоза Сулейманов отобрал этот пистолет, надавал пинков ему и послал его подальше. И ничего Путин не сделал. Путин трус, только трус может быть таким жестоким. Кадыров тоже трус, потому что, посмотрите, если человек жестокий, он трус. Не может нормальный человек, не трус, быть таким жестоким, каким является Путин, Кадыров и другие. Так что Путин большой трус. И Соловей говорит, что он не трус. Так, давайте оставим Соловья, перейдем дальше. Да, Анзор Рено пишет, Габышева упекли в психушку. Да, я знаю, слышал.
Международная правозащитная организация назвала шамана Габышева узником совести. Я абсолютно полностью согласен. Габышев — это узник совести, это политический, это диссидент, политический арестант, хотя его в психушку запекли, но это хуже, чем тюрьма. Психушка — это хуже, чем тюрьма. Так, чеченский след. Путлер, ОПГ, ФСБ до сих пор живут в 90-х. Смотрите интервью Александра Литвиненко. Многие узнаете интересно. Александр Литвиненко погиб за правду. Да, полностью с тобой согласен, чеченский след. И да, это так. Они обычные бандиты. Они обычные бандиты. Вообще вот это все бандитское движение, если вы помните, оно, вот, воры в законе, вот эта вся система, она бралась под контроль КГБшниками. И было созданы, сперва они их как бы курировали, сперва как-то делали, а потом уже они сами стали, эти бандиты, самые настоящие бандиты. КГБшники — это террористы, убийцы, маньяки, самые настоящие. Вот мне тут сейчас писал кто-то, что Соловей тоже маньяк в нем сидит. Я абсолютно согласен. Он и говорит, и выглядит как маньяк. Да и не может нормальный человек поддерживать вот этого убийцу и террориста. Он не только поддерживает, он является частью этого механизма. Соловей является частью, идеологической, пропагандистской частью. Я не удивлюсь, если он какой-нибудь генерал ФСБ. Анзор Рено говорит, не получится разговор с имперцем. Нет, мы можем и нормально разговаривать. Если с нами не переходить черту, мы, конечно, тоже будем. Добро пожаловать в чат, говорит Чинхо. Напоминает вам еще раз, не забывайте конфиденциальность своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Чинхо, спасибо тебе, Баркал, что постоянно напоминаешь об этом. Это очень важно. Мы должны напоминать, чтобы люди не забывали, что мы находимся под постоянным прессом. Кстати говоря, я на прошлом своем стриме похвалился, что мой канал перестали атаковать. Это было несколько дней буквально, когда закрыли несколько пропагандистских, фашистских этих каналов. Анна Ньюс, там еще какие-то там 2-3 всего их было, закрыли. И вот меня вот со вчерашнего дня вот снова начали атаковать. Снова. Это хорошо. Это радует. Владимир Рабинович, многие рашистские блогеры стали втираться в доверие к нашим. Вы имеете в виду, Владимир, кого? Израильские или украинские вы имеете в виду блогеры к вашим начали втираться? Не верьте, не верьте. Огромное количество, там этих цеховиков, они наклепали огромное количество. Не верьте. Как бы они красиво не говорили, как бы что они тут не рассказывали. Так, Аслан Тутаев напоминает, лайки делаете, безбилетники, говорит. Универс Риот 1. Привет из Бостона, Чечня будет свободна. Приветствую, Бостон. Да, иншаллах, Чечня будет свободна. Да, Алмула. Никаких сомнений. Приветствую тебя, США, приветствую, Бостон. Так. Все будет Ичкерия, говорит Амзат Гилаев. Да, Алмула. Я тут смотрю, Кадырова, ему профессию выдвигать. Кадыров, смотри, тебе твои граждане, ну, ты уже граждан российский, конечно, но бывшие твои сограждане предлагают тебе работу. Один тебе предлагает быть пастухом, чабаном. Другой тебе грузчиком на вокзале предлагает. Короче, нормальные профессии, чего тебе не нравится. Русские не любят кавказцев, но мне так кажется, что они особенно ненавидят чеченцев, говорит Тор. Я с тобой полностью согласен. Я полностью с тобой согласен. Потому что это правда. И я это знаю, на собственной, как говорится, шкуре испытал это все. Так.
Так, как найти? Кадыров, тебе привет передает, как найти. Кадыров, ты скотина, наш народ мечтает, чтобы ты сдох. Я бы не хотел бы этого, конечно, как я бы хотел бы, чтобы он сел в тюрьму. Рассказал все секреты, это очень будет интересно. Я бы просто погрузился бы вот в эти все дела и читал бы их, читал бы. Эдмомеда, Аслан, все людей в Российской Федерации забирают. Что будет с огурцом, если его поместить в рассольник с солеными огурцами? Вся история и реальность искажена. Я не оправдываю этих людей. Сейчас доступ к информации. Абсолютно с тобой согласен. Да, если же вокруг все соленое, да, в банке с огурцами, как ты говоришь, то да, так и есть. И нет им оправдания. Нет, они сотворили геноцид, и они все это знали. Понимаете, я это говорю не просто так. Я общался, я работал с людьми, учился. И когда ты близко дружишь с русским, он некоторые вещи тебе может рассказать. Где-то под этим делом он может тебе рассказать, да, может просто довериться тебе рассказать. И рассказывают, что вот кто-то вернулся с Чечни, приехал, награбил, убивал и так далее, и так далее, и так далее. И никто из русских этому не возмущался. Да, эти люди виновато мне это рассказывали. Они в этом не причастны, непосредственно не являются никакими убийцами. Но они об этом знали, и они понимали, что это плохо. И это правда. Они все одобряли геноцид чеченцев. Я не понимаю, как можно... Мы сделали бы мы что-то плохое русским. Вот, ну, что-то мы плохое. Забрали бы их землю, убивали бы их там женщин, детей, взрывали бы их дома со спящими женщинами, детьми. Вот сделали бы мы им что-нибудь плохое. Нет. На протяжении 400 лет они нас убивают. И убить нас это считается доблестью. Убить нашу женщину и ребенка считается доблестью. Это считается вверх. Да вот он становится героем в русском социуме. Он становится героем, если он убил русскую, чеченскую женщину, чеченского ребенка, чеченского мужчину. Да, про воина. Это вообще даже говорить не приходится. Если они убили там воина какого-нибудь нашего. Поэтому я очень хорошо знаю. И именно я то, что знаю, хочу донести до людей, объяснить, что нет у меня никакой ненависти, никакого там... у меня есть инстинкт самосохранения, как писал русский граф Лев Толстой. Мы просто хотим выжить. И никто нам, нет гарантии, что русские дадут нам выжить. Потому что на протяжении 400 лет они нам не давали. На глазах всего мирового сообщества нагло врут, обманывают, очевидные, просто вот стопроцентные факты отрицают. И убивают нас. Мы так не хотим. Мы хотим, чтобы наши дети росли свободными, чтобы они не боялись, что завтра им устроят там геноцид под видом депортации, устроят голодомор какой-нибудь, да, как он был в Украине, ну и так далее. Это много раз повторялось, и сейчас это происходит. Поэтому мы хотим жить отдельно, у нас должны быть гарантии. Именно для этого, это наше право. Мы не говорим что-то сверхъестественное, что нету, например, у немца, у там, француза, у там, других людей. Нет, мы говорим просто дайте нам наше государство, которое мы сделали на законных основаниях. Это наша земля, 1000 лет эта земля наша. И привлечь ответственности всех, кто совершил преступление. Без этого мы не будем ни народом, ни нацией, ни государством. Мы не можем, даже если нам сейчас дадут государство, взять это государство, сказать, все, нам ничего не нужно, мы все забыли, простили, все, спасибо, что вы нам разрешили жить. Нет. Нет. Каждый должен понести ответственность. За каждого убитого, за каждого раненого нужно нести ответственность. Кто-то должен нести ответственность. Мы знаем пофамильно, кто это. Мы знаем.
Но войну вообще ведут двумя способами, да, военными и юридическими способами. Сейчас данный этап нашей борьбы перешел в юридическое русло. Это не значит, что мы отказываемся, чеченское государство отказывается от военного сопротивления, от военных методов. Да? Например, в той же Украине представители нашего народа сражаются против русских оккупантов. Но на сегодняшний день самый эффективный, возможный способ, который у нас имеется, это юридический способ ведения борьбы против оккупантов и их пособников. Поэтому будем продолжать. И ничего нас не остановит. Никогда ничего не произойдет. Вы можете, я вот это обращаюсь к этим пропагандонам, этим ФСБшникам, и всем этим кадыровцам, ко всем я к вам обращаюсь. Вы можете днем и ночью, 1000 лет нам рассказывать, что Чечня часть России, Чечня часть России, что Чечня там добровольно вошла в состав России и так далее, и так далее. Вы никого в этом не убедите. Никогда вы в этом нас не убедите. Нет, вы можете там людей, которым плевать, или необразованных, которым не интересуются этим делом, в чем-то убедить, или которые финансово заинтересованы к ним лезть. Нет, нас вы не переубедите. Чечня, Чеченская республика, Ичкерия была, есть и будет навсегда. Никогда. Все, что вы делаете, это временно. Вы можете там называть улицы Шамановыми, Трошевыми, там, Путинами и другими ублюдками. Но ничего вы не измените. Ничего. За все вы будете отвечать. Дармула. Так, давайте перейдем. Я немного перемотаю. О, я тут заговорился. Так, вот к нам заявился Кадыровский. Это, ну, не Кадыровский, там есть, смотрите, некоторые говорят там Кадыровские, Мудыровские. Нет, есть российские и нероссийские. Можно их русскими называть. Нету никаких кадыровцев. Кадыровцы это специально придумано. Знаете, есть Измайловская там преступная группировка. Есть Солнцевская преступная группировка. Была, есть, не знаю, есть они или нет. Это все преступные группировки. На сегодняшний день есть кадыровская преступная группировка с внешними признаками административной власти. Да, они занимают ключевые посты в оккупационном режиме. В Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированной, кроме кадыровской бандгруппы, есть другие бандгруппы. Это ямадаевские бандгруппы, это другие, я всех могу не знать, есть другие группы, которые не светятся. Да? Например, вот в Гихах был такой Асланбек Чорт, или как его там звали, Чорт Асланбек, Оларицуно. Это тоже была одна из бандгрупп. Маленькая бандгруппа, которая не занимает там административные какие-то властные рычаги во временно оккупированной Ичкерии. И таких групп очень много. И есть эти группы очень недовольны Кадыровым. Потому что они остались, они верой и правдой служат, как они считают, верой и правдой служат Кремлю, России, а эти мерзавцы захватили власть, им ничего не перепадает. Плюс еще им пинка дают, плюс еще вызывают, еще хагазюбов оскорбляют. Конечно, они очень недовольны этим, конечно, и они, знаете, как еще говорят, вот ямадаевские, кокиевские есть, да, такой Кокиев, еще один преступник, предатель чеченского народа, который то отпустил сейчас бороду, как бы сейчас очень религиозный, а те, что он десятки, сотни, тысячи людей убил, замучил, это уже как бы можно простить, да?
Так вот, эти люди очень недовольны Кадыровым, и они говорят, их аргумент, среди Кадырова вчерашние боевики, ну, так называемые боевики, которые перешли, вот сейчас они служили против России, и они воевали против России, и вот эти как бы кокиевские, ямадаевские мерзавцы, они никогда не воевали якобы против России, и поэтому они все управляются, ну, что они больше заслуживают, да, мы больше заслуживаем вот этой власти, они говорят. Поэтому мы должны не обманываться, мы должны прекрасно понимать, что у нас, у чеченцев, у граждан Чеченской Республики Ичкерия есть очень много противников, как скрытых, как открытых, так и скрытых. И мы должны очень аккуратно относиться, не только лишь из-за того, что нам кто-то скажет, там, из русских того же Гордона возьмем, скажет, о, чеченцы такие воины, и так далее, и так далее. И все, и мы, о, какой красавчик там, и так далее, и так далее. Нет. Мы не должны так себя вести. Так, давайте опять. Кинг Артур говорит, Соловей ярый чеченофоб, кавказофоб и исламофоб, я добавлю. Потому что ты говоришь, да, абсолютно с тобой согласен. Мамлюк Чечения, ассалам алейкум, ассалам алейкум, салам, Мамлюк. Мистер Смит, ассалам алейкум. Тут нововведение в республике. На 2 часа пропуск завтра дня. Машины забирают. И жесткие штрафы отдают машины огромными. Можно забрать через 2 недели. Без масок людей в отдел. Да, сейчас над нами, над нашим народом устроен фактически террор. Максимально пытаются нас морально задавить. 2 способа есть управления страной. Это ну, по Макиавелли, да, скажем так. Это страх и любовь. Так вот, любовь, она скоротечна. Она заканчивается, стоит вам что-то не так сделать, правителю, руководителю страны сделать что-то не так, и все, его сразу могут разлюбить и наказать и так далее. Плюс есть очень много людей, которые могут работать на иностранную разведку, в том числе русскую, и могут провоцировать нестабильность в стране. И второй способ – это страх. Это универсальный способ. В России, среди русского социума, это очень распространенный на протяжении веков, всей истории. Всегда это было в России. И вот этот же страх применяется к нам. Постоянное давление, постоянный страх. И это Кадыров делает не потому, что он так хочет. Да? Ему говорят, делай. Кадыров абсолютная, стопроцентная марионетка, управляемая из Кремля. Абсолютно стопроцентная. Он делает только то, что ему говорят. Вот и все. Так, пойдемте дальше. Турк Оглу. Асламбей, что думаете по поводу русско-турецкой войны в Сирии, Украине и особенно в Ливии? Интересен ваш чеченский взгляд. Турк Оглу. Я считаю, что турецкая армия, Турция, наконец-то показала Кузькину мать вот этим фашистам. Я целиком и полностью поддерживаю действия турецкой армии, Эрдогана, и очень рад тому, что наконец-то в этом мире нашелся кто-то, кто дал по зубам после того, как мы им дали, украинцы им немножко дали. И вот сейчас с равными силами турки дали по зубам вот этим фашистам, наемникам, которые нарушают закон, международное право и также нарушают международное право и правила и обычаи ведения войны, законы и обычаи ведения войны. Поэтому я считаю, что что я могу сказать? Слава Турции! Так, давайте дальше.
Так, чуваку. Аслан, сомчур эроли чувац, баш духум цаха сон, тха холя латидица, хайделда. Он говорит, сидим дома, иш дица иш, он мечау, цаха этербидардат. Ситуация, то, что сейчас происходит там, Чечня, хотелось бы по поводу Чечни напомнить. В Чечне сейчас, в Дагестане, в Ингушетии, в Осетии, вот эти вышки 5G начали, что вот от них происходит коронавирус, нас там что-то делает, вас просто вводят с ума люди. Помните, был Кашпировский, был Чумак, вот это люди, которые оказывают давление на массы. Не поддавайтесь, 5G не является никакой угрозой, которая может там нанести распространению вируса, убить людей и так далее. Это все пропаганда. В Чечне сейчас люди находятся в тяжелейшем положении. Давление и стресс очень сильно оказывается на людей. Люди практически на грани голода находятся. Причем просто издеваются. Нигде такого нет, как здесь в Чечне. И при всем при этом коронавирус, он существует. Это правда. И меры надо соблюдать. Это тоже правда. Меры, карантинные меры нужно соблюдать. Конечно, на этом сразу же кадыровцы, эти российские чечены делают себе деньги, да, машины забирают, штрафуют там и так далее, делают там вот эту свою палочную систему, она тоже имеет место быть, если там надо столько-то составить протоколов, столько задержаний и так далее, и за это они получают премии, там 2 копейки лишние. Поэтому Чечня находится в тяжелом положении. Что я могу сказать? Я могу сказать только то, что людям реально надо соблюдать этот карантин. От этого коронавируса умирает огромное количество людей. Уже погибло в этом мире, там 500 000, по-моему, человек. В Соединенных Штатах 100 000 человек погибло. В России неизвестно, сколько там погибло, что произошло. Но факт остается фактом. Надо как-то беречь себя, своих родственников, особенно тех стариков наших, людей со слабым иммунитетом и так далее. Это очень тяжелая болезнь, и надо как-то бороться с этим. При всем при этом, конечно же, никто не оправдывает то, что делает вот эта оккупационная власть в Чечении, грабя практически и так бедный, нищий народ. Если вы будете мне присылать какие-нибудь данные по этому поводу, я буду об этом говорить, распространять. Так, я больше не знаю, что вам сказать по этому поводу. Походу, я об этом просто много уже говорил на эту тему. Посмотрим. Так, мне тут напоминают, что 366 000 погибло от коронавируса. 366 000. Это очень много. Так, Вильпесенкульт. Вот у украинцев есть так называемая украинская спилка, там, где блогеры собираются и общаются. Как бы нам стать такими же дружными? Я знаю украинскую спилку, я являюсь ее почетным членом этой украинской спилки. И у нас есть своя группа, где мы общаемся, некоторые идеи выдвигаем. Но для того, чтобы у нас появилась вот эта блогерская группа, сперва должны быть блогеры. Украинцы живут в своей стране, их родственники вне опасности, и в этом плане у украинцев очень много блогеров, и украинцев больше, чем нас. Родственники их не подвергаются пыткам, истязаниям, и они пока еще, и дай бог, не пережили геноцид.
Это очень тяжелое состояние, которое сейчас наш народ пережил, и мы выходим из этого состояния, хотя нет никаких гарантий, что не повторится рецидив этого не будет, что опять они нас не сделают, и что там великий правитель Кадыров не станет соучастником массового уничтожения чеченцев. Так что дружными стать... Вообще все учились у нас становиться дружными. И при всем при этом мы сейчас до сих пор дружные. На самом деле мы очень дружные. Просто среди нас ведется очень сильная работа. И чеченцы очень многие плохо разбираются в некоторых вещах. Это проблема вот этих 25 лет войны. У нас много необразованных. Так, давайте тогда пойдем дальше. Асламбек Тутаев. Можно ли этот террор приостановить через европейские или американские институты? Может, пару дронов попросить? Да не надо даже их нам просить. Сами отправят, и мы им спасибо скажем. Большой баркал скажем. Так. Маждада Ибан. Изначально в основу путинской вертикали заложены кровь, насилие, ложь, коррупция и так далее. Логично будет предположить, что для дальнейшего существования нужны плебеи разных мастей. Так. Саша Магал. Доброго дня. Хотелось бы у вас узнать, правда ли, что у Гилаева были судимости. Я не знаю, были ли у Гилаева судимости или нет. В нашем государстве у него судимости не было. Он герой нашего народа, честь нации. Но я скажу одно. Ни в советское время, ни в российское время не иметь судимости для чеченца, это испортить себе биографию. Поэтому ничего удивительного, даже если у него она и была. Так, несущий мир. Это мерзко-пакостная рашка веками истребляет мой народ. И мне хочется всех чиновников наказали по заслугам и никаких помилований. Да, мула. Вильпес инкульта. Конспирология это одна из форм пропаганды. Энти это все бред насчет вышек. Серьезно. Да, это 100%. Это вот закидывается постоянная информация. Постоянная. Чтобы нас сбить с толку. Чеченский след отвечает Саши Магал. Не знаю за судимости, но то, что Хамзат Гилаев сказал, что поможет защитой простому русскому народу, если будет нужно, это точно. Абсолютно точно это правда. И если бы русские знали, что эти наши бойцы стояли на защите, в том числе русских, некоторые знали на самом деле, конечно, некоторые знали. Если бы русские в массе своей это поняли бы, они бы по-другому бы отнеслись бы ко всему, тому, что говорилось и делалось. Так. У нас уже темнеет. Меня видно все хуже и хуже. Но продолжим. Чуваку, Астан, я не спорю, что вирус есть, но как во всем мире государство должно мне хоть как-то помогать? Астан, у меня дети. Я с женой на воде хоть месяц прожил. А что есть дети? Датсун, Харьез, Важьез.
Я полностью с тобой согласен. Я абсолютно с тобой согласен. Здесь помогается каждым людям, каждому человеку помогается. Здесь платятся пособия, чтобы человек, ну, разгуляться не может, но прокормиться 100% железобетонно человек может. Здесь я вот в прошлом стриме рассказывал, я ходил вот, в парикмахерскую и поговорил там с этим парикмахером. Я говорю, ну как вы коронавирус, карантин проживаете, ну, переживаете? Так вот, он говорит, им, по-моему, если не ошибаюсь, там 10 тысяч или 12 тысяч должны заплатить. Еще они не получали. На этой улице есть шаурма, шаверма, здесь она дёнер называется. Вот эта дёнерская, там по 15 тысяч заплатили. Просто так заплатили за то, что вы не работали. Вам заплатили 15 тысяч евро. Государство. 15 тысяч евро без разговора вам приходят деньги, и вы получаете такую сумму. И так везде. Все нормальные страны так занимаются. При всем при этом Ангела Меркель не летает на частном самолете по своим личным делам. Ангела Меркель не имеет вилл и миллиардов в счет там, в швейцарском банке или в каком-нибудь арабском банке. Не вложены там, никакого фонда Аймани Кадыровой у нее нету. Кадыров, который разграбил, наворовался, да, на чеченской крови и слезах, не дает ничего. Ничего не дает своему народу. Я полностью тебя поддерживаю, я полностью понимаю, нельзя. Это на самом деле, как в прошлый раз мне тут писали, это на самом деле домашний арест. Это никакая самоизоляция. Что значит самоизоляция? Если это самоизоляция, я сам себя изолирую, то я могу сам себя и разизолировать. Я могу выйти, значит. И никто мне не вправе запретить. Если я представляю угрозу, я там без маски, например, или там как-то я могу другим людям занести эту заразу, да, ну, пожалуйста, тогда примените ко мне какие-нибудь санкции. Заставьте, оштрафуйте. Но здесь, в Германии, люди абсолютно спокойно уходят. Да, мы соблюдали карантин, мы сидели все дома. И сейчас люди не появляются в скоплениях, большого скопления людей, в местах большого скопления людей. В магазин, если заходят, обязательно в маске мы должны быть. Продавцы защищены таким стеклом, ну и так далее, и так далее. Но это по-человечески. Но этот хранитель Корана и Сунны, хранитель там волос пророка, это ведет себя далеко не как мусульманин, как настоящий русский фашист он себя ведет. Как ему приказано, так он себя и ведет. Я не знаю, что сделать. Это тяжелая ситуация. Я просто не знаю, что вам посоветовать. Выйти на митинги я вам не могу этого посоветовать, потому что я вас позову на митинги, если я сам пойду на этот митинг. Но я не могу туда приехать и выйти на митинг. Поэтому я не могу призывать вас. Насилие я не приемлю в принципе, да, потому что оно и в принципе оно бесполезно и никакой пользы не принесет, только вред. Погибнут наши пассионарии, наши лучшие из лучших погибнут, если выйдут. Я не знаю, это ситуация, которая должна созреть, и она созревает. У русских должны закончиться деньги, я не знаю, переворот в России произойдет. Ну и, конечно же, дроны, которые уже летают над Чеченской Республикой. И, конечно же, уничтожение, если нельзя задержать преступника, точечное уничтожение преступника в лице Кадырова не решит, опять же, эту проблему. Потому что нужно дрон посылать в бункер, где сидит альфа-пес, главный русский альфа-пес, главный пес фашистской России Владимир Путин. Ну и там их несколько лиц, которым нужно отправить эти дроны или задержать и отправить в Гаагу. Вот что я могу сказать. Так, пойдемте дальше. Чеченский след.
Лубянская программа по расколу чеченцев работает. В последнее время часто вижу, к сожалению, программу по разжиганию вражды между чеченцами и ингушами. Да, совершенно верно. Алексей Семеркин. В Африке когда-то было дело в Руанде. Да, был геноцид э, Тутси. И большое количество было убито там. Более миллиона человек было убито. Зарублено просто холодным оружием. И был международный трибунал в Гааге, с чего мы и добиваемся. И этот опыт мы тоже изучаем. Так, Чечня не Россия. Чинго, мечаю и шведский. Так, пойдем дальше. Владимир Рабинович. Коронавирус стал проверкой для государств, как они относятся к своим гражданам. Полностью с тобой согласен. Так. Так, Чинго. Я вот смотрю. Так, чеченский свет. Даже если есть судимость, что это меняет? Советский суд самый гуманный суд в мире. Я знаю, что такое российский суд. Ну, советский я не застал, но я знаю, что такое советский суд. Так, подождите. Мы сейчас включим зажигание и включим свет. Так, пойдемте дальше. Знаю, что такое суд не понаслышке. Российский суд самый коррумпированный, самый бесчеловечный суд, который когда-либо мне доводилось видеть, слышать или читать. Анзор Рено. По-моему, малоимущим в Чечении потребуется гумпомощь из Европы, как во время русско-чеченской войны. Уже сейчас надо это делать. Да? Все, что мы говорим, все, что мы делаем, да, мы можем каждый своим родственникам, даже если они говорят, нет, у нас все нормально, послать 50 евро, 100 евро мы можем. Сейчас, слава богу, можно на карточку перевести. Каждый, кто может, не забывайте о своих родственниках, от своих близких, посылайте 50-100 евро. Хоть как это будет, хоть какая-то помощь для этих людей. Нас здесь огромное количество. И спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы только сами можем им помогать. Прошу вас, посылайте. Чувак, Аслан Халмахит, сон халцаетон, саваш, сакит абочуна, дел де, дуй халум. Чуа халда берен дадалума доч, айгам мадати ат, мацаллам ат мадати. Вот он говорит, что я хочу донести, в каком положении мы тут находимся. Аллах рейскуну, дакойкуш, болуч, балган. Масяна хилуэн, дерез. Единственное, вот пока что можем мы сделать, да, опять же, возвращаясь к тому, как нам помогать тем, кто находится, посылать какие-то там деньги нашим близким, кто находится там в Чечне. Так, ассаламу алейкум, брат Аслан, говорит, человек размышляющий. Ва алейкум салам, ашвоэль, человек размышляющий. Тархан Акиев. Скажи цель свою, что ты преследуешь. Тархан, посмотри мои ролики. Там все сказано. Деоккупация моей страны, коротко, привлечение всех военных преступников к ответственности. Сократ, у нас в Нидерландах тоже какие-то придурки вышки 5G поджигают по всей стране. Но ведется, видимо, пропаганда. Вот, ну, по всей стране, наверное, не так, вы, наверное, преувеличиваете. Iron Man, Аслан, походу Кавказский регион кремлевские фашисты решили отравить. Летают вовсю вертолеты, как рой мухи, и много людей мрут.
кругом дикие домашние животные, повсюду мертвые валяются. Снимайте видео, показывайте. Показывайте, Iron Man. Присылайте валяющихся кругом животных. Человек размышляющий. А при чем здесь фюрер? Ты не перепутал ничего. Фюрер хотел освободить тебя, мой брат, а меня от российского рабства, в котором мы находимся. Ну, во-первых, фюрер это вождь, значит, это лидер, значит. Во-вторых, никакой фюрер меня освободить не собирался. Если ты говоришь про Гитлера. Гитлер такой же мерзавец и убийца, как Сталин, только поменьше. Только поменьше. Он убивал чужих, не своих. Сталин убивал больше своих, чем чужих. Поэтому, конечно же, это категорически я с этим не согласен. И я считаю, что эта пропаганда специально ведется, чтобы показать, что чеченцы то исламисты, то поддерживающие какого-то больного, сумасшедшего Гитлера, который убил миллионы людей только лишь за то, что они там определенной национальности. Например, цыган и евреев. Точно так же он убил огромное количество других людей. И мне, как чеченцу, это не только неприемлемо, мне это противно. А для нас ведется такая работа. Гитлер сказал, что вот я там с Кавказа, что есть какой-то народ, который там я очень уважаю, и все, и чеченец, о, нас Гитлер уважает там и так далее. Это говорит о том, что мы очень неграмотные, говорит о нашем нигилизме, правовом историческом нигилизме, когда мы не знаем, что говорил и делал Гитлер, просто поддерживаем, потому что он сражался против там краснопузых. Да, это очень похвально, что краснопузых нужно было наказывать. Но это не значит, что он автоматически становится нашим другом. Не всегда правило наш враг нашего врага наш друг. Не всегда. Хотя по большей части это, конечно, работает, это правило. Эд Мамедов. Аслан, могу сказать на 100%, и сам проверял, как тут выдают продукты очень качественно и все очень организовано. И документы у меня никто не спрашивали. Спросили только, на сколько человек. Эд, бесплатно, да, еду выдают в Америке? Я видел ролики, да, в Америке выдают еду бесплатно. Причем, знаете, как выдают? На машинах, чтобы соблюдать вот этот карантин, открываешь багажник, да, можно с салона его открыть. Вот стоят очереди машины, приготовленные пакеты стоят прямо на улице. Вы подъезжаете, к вам человек закладывает в багажник эту еду, все, что вот на одного человека или на сколько человек вас спрашивает, сколько вас, там, 5 членов семьи, там, 5 человек, вам столько-то загрузили, вы отъезжаете, закрываете багажник и едете домой. Все, вам даже из машины выходить не надо. Вот так делается в нормальной, цивилизованной, человеческой стране. А как делается в фашистской России? Во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, которая также сейчас является в поле вот этих фашистов. Мы все прекрасно видим. Так. Чингон напоминает, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных. Ставьте лайки и подписывайтесь, и соблюдайте принципы нашего сообщества. И подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Кто сказал, какую цель? Вильпесен культа, не отрицая тему с вертолетом, выскажу все-таки такую вещь, что животных коронавирус косит тоже. Эд Мамедов, Аслан, таких, кто прославляет Гитлера, удаляй. Да, вообще, без проблем. И всегда так делаю. Это человек, который не понимает, либо он оправдывает этот геноцид, который творил Гитлер, либо он является проводником дискредитации чеченцев, которые и так полностью дискредитированы в глазах мирового сообщества каким-то радикализмом, фашизмом, исламизмом, и теперь нам еще Гитлера не хватало для полного счастья. Весь мир от него, немцы от него открещиваются, а мы его сейчас... Так, у меня зависает, а у вас в квартире газ. Все, вернулось, мне кажется. Так.
Тор. События в Ливии и Сирии показывают нам, что российская армия абсолютно бессильна, когда речь идет о столкновении против натовской армии. Мне интересно, как они собираются воевать против США. Тор, они не собираются воевать против США. У них не хватит духа. Они бежали от турецкой армии. Да, конечно, турецкая армия самая мощная, одна из самых мощных и в регионе, и в НАТО. Но как бежали, да? Просто уносили ноги, прям одни пятки просто сверкали. Они будут засылать вот эти коронавирусы, другие биологические, бактериологические. Сейчас появится какой-нибудь там радикальный там какой-нибудь человек, который там скажет, у меня атомная бомба, я ее взорву в центре там Берлина или еще чего-нибудь. Вот так это они могут. Были бы воевать, они бы в той же Украине не скрывали бы свои лычки и не говорили бы, нас там нет. Это позор был очередной позор русской армии. Да, и когда Путин, они в Чечне так делали, в нашей стране они так делали, ставили вперед женщин, детей и сзади шли, чтобы их не обстреливали. Так вот, в Украине, когда началась русско-украинская война, Путин об этом прямо говорил. Наши войска станут за армией. Это самая позорная армия, это самая грязная армия из всех армий, которые когда-либо существовали. Чувако, я понял, ца проблема, я призываю всех всячески помочь. Так. Эдмомедо, да, абсолютно так, и все бесплатно, и хоть каждый день, и здесь это норма. Правда, я работаю, и мне неудобно. Вот просто смотрите, Соединенные Штаты Америки. Еду каждый день вам раздают бесплатно. И это не просто какая-нибудь там просроченная еда, которую там можно в мусорке, в пятерочке набрать там российский пенсионер. Это абсолютно нормальная еда. Абсолютно полноценно все, что вы покупаете. И даже то, что вы не купите, там, пожалеете денег, вам уже туда положат и фрукты, и овощи. Ну, в Ютубе есть видео, где этим занимаются. Ну, девушка, русская девушка, покупает, приносит еду, приносит домой и раскладывает. Там шоколадки, ну, все полностью имеется. Так, пойдемте дальше. Так, Асамек Тутаев, будем идти вперед для создания умного и сознательного общества. Вкладывайте знания наших детей, не экономьте. Абсолютно, Асламбек Тутаев говорит, абсолютно с тобой согласен. Самый сильный мускул – это мозг. Сейчас, особенно тем, кто живет в Европе, и даже никто не живет в Европе, это уникальная возможность дать нашим детям возможность выучиться. Когда мы вернулись с Казахстана, Средней Азии, Сибири, у нас не было практически ничего, да, у нас даже жилья не было, да, в нашем жилье жили колонисты, русские фашисты жили в наших домах, и нам приходилось покупать, не имея вообще средств, свой же дом, приходилось выкупать. Так вот, эти люди выучились, и тогда была такая, помните, при всем при том, что нас не брали ни в какие институты, у нас везде были препоны, нам мешали, была такая, заразились, поняли чеченцы, что нужно получить образование. И многие чеченцы получили образование, некоторые, Джохар Дудаев стал генералом, и многие добились. И когда Россия ослабла, когда чуть-чуть стало тяжелее, ей удерживать свои колонии труднее, мы смогли освободиться. Причем это на законных основаниях, когда уже русские сами уже не смогли себя прокормить, пошли просить Буша, Крачка Буша, и вот мы смогли. И поэтому нам нужно
обязательном порядке получать образование. Знание – сила, знание – это свобода, знание – это все. Понимаете? Нас не будут дурить какие-нибудь там мерзавцы своими вот этими пропагандами, да, сидят там, рассказывают нам уже на протяжении, там, я не знаю, десятков лет, да, какой-нибудь мерзавец нас дурит просто. Мы не должны допускать это. А для этого нужно учиться. В первую очередь заставлять своих детей, или там заставить это очень сложно, потому что он может не прочесть, читать книги. Как-нибудь, да, общайтесь, говорите на это. В книгах вот все самое ценное. Во-первых, научиться писать, правильно писать. Даже никакие правила в школе учить не придется. Получит много полезной информации. Например, я люблю и сам читал всегда научную фантастику. Детективы и научная фантастика. Мне это очень нравилось. Сколько я себя помню, я читал в основном детективы и научную фантастику. Человек размышляет: Аслан, брат, я не чеченец, я всего лишь высказал свое мнение. Вот я без каких-то, да, выпадов в твой адрес просто говорю, что я не согласен с твоим мнением. Полностью, просто в корне не согласен с твоим мнением. Гитлер — это зло, абсолютнейшее зло. Да, он воевал против краснопузых, и это было хорошо, потому что эти краснопузые нас убивали в огромном количестве. Для нас, для чеченцев, это была возможность вырваться из этого ада. Но не получилось. У него это не значит, что нас бы он бы тоже не убивал бы. Он просто не дошел до нас. И потом мы тогда узнали бы, что бы он с нами делал. Влад Цепех. Мне, да уж, в Чечне вышел купить буханку хлеба на Рамадан, на разговение. Посадили УАЗ, ночь обезьянники провел. Делаю шукыш. Что можно сказать? Делаю шукыш. Валлай, делаю lumш. Лара Ларина, инвестируйте в детей, учитесь сами, знания — это все. Только образование, люди, это ногти будущего. Полностью с тобой согласен. Это единственный наш выход. Так, я перемотаю немножко. Мамлюк Чечения. Астан, ассаламу алейкум. Я же тебе задаю вопрос. Когда освобождение в... Что-то закончился твой вопрос. Ва алейкум салам. Адам Грузинский вернулся. Адам, я тебя наберу попозже. Пообщаемся. Ва алейкум салам. Адам Грузинский. Так, от 589 говорит. Валлай, усо дерг дюч. Шу информация. Не сят мы хок бож. Мадиц на вас. У нас, он говорит, что вот этот человек, этот прорусский человек, российский чечен, я так понимаю, он говорит, что у нас неверная информация, и что в Чечне все отлично. Это наглая ложь, которая на протяжении долгого времени ведется российской пропагандой, и нам рассказывается, как все хорошо. Да, хорошо у Кадырова, у этих приспешников. Ну вот только что я вот читаю комментарии своих подписчиков,
который рассказывает, что не все хорошо, людям нечего есть. Человек вышел за буханкой хлеба, чтобы разговиться. Месяц Рамадан, мусульманская страна, хоть она оккупирована фашистской Россией. И этого человека забрали и посадили в этот обезьянник. Это нормально, ты считаешь? Нормально то, что приезжает сюда от вашего человека и убивает более 100 живых ранений, наносит, да, блогеру, который проживал там в Бельгии. Это нормально, что вы, ваша страна, ваша вот эта оккупационная администрация грабит народ. Это нормально, ты считаешь? Это ненормально. Я не говорю про сколько вы людей убили. Сколько ваши вот эти кадыровские, вот эти российские чечены убили, сколько людей убили. За то, что он не так молится, за то, что он просто недоволен этой властью, за то, что он хочет жить свободно. Это все забылось и простилось, что ли? Вы очень сильно ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь. О, Хосияне, ну. Ничего не забылось. Все сохраняется, все у нас сохранится. Слава Богу, есть интернет, и ничего никуда не пропало. Вот тебе отвечает, где хорошо, говорит вот Влад. О чем ты говоришь? За 10 лет в Грозном ни рубля, ни копейки, ни буханки хлеба. О чем ты говоришь? Дело ахиет Бовик. Вы нас не можете обмануть только из-за того, что вы нам будете вот эту свою ложь говорить днем и ночью. Нет, это неправда. Аслам мадицаху Хосан Киетам был шусо. Ну, Сосан Киетам был. Сосан Киетам, если ты размышлял бы, как я, то ты бы говорил бы, как я, если как понимал бы, как я. Ну вот тебе люди пишут, абсолютно не мои люди, не по моей просьбе, не по моей указке они тебе это пишут. И я знаю, я уезжал когда, как там было. Я знаю, как вы там убиваете, пытаете людей. Я знаю, как вы незаконно сажаете людей. Не надо нам рассказывать сказки. Это наглая ложь. Наглая ложь. И вы за все ответите. За все. Да, мулла. Вы не с тем с народом связались. Это вы могли делать то, что вы сейчас творите, будучи русским, с русскими в России. С чеченцами это на 100 лет. Сейчас еще, когда осталась информация, вы даже вырезав всех, вы не спасетесь. Если вы убили человека и вырезали всю его семью, и там всех мужчин его отправили, нет. Теперь вы имеете дело с государством. У нас есть государство. Вам будет мстить не сын убитого или посаженного, или замученного. Вам будет акт справедливости осуществлять чеченское государство. Это раз. Во-вторых, сейчас уже, даже если вы всех вырежете, у нас есть информация благодаря интернету. Все сохраняется. Большая часть сохраняется. И никто не уйдет от ответственности. Да, мулла. Кто окажется в уголовном деле, все понесут наказание. Омца безвайн, ты эрдусо, простой вахархову. Вот каждый раз, когда сюда заходят, они говорят, я простой житель и так далее. Простые жители никогда не будут говорить, что там хорошо. Это раз. Во-вторых, простой житель просто побоится заходить на мой канал и говорить, что я в Чечне, что я такой-то, открыто там говорить свое мнение. Хотя ты, конечно, власть не ругаешь, но при всем при этом я не верю, что ты простой житель. Я верю, скорее всего, что ты какой-нибудь сотрудник. Но ты говоришь, там война не нужна. Не нужна. Мы именно к этому это призываем. Нам не нужна война. И я понимаю, что вы говорите, Кадыров Ахмад остановил войну, спас чеченский народ. Это тоже ложь. Как та ложь, которую сейчас ты нам навязываешь, что мы как бы провоцируем войну. Нет. Не Кадыров Ахмад остановил войну. Война остановилась. Война, она не закончена, во-первых. Пока
Не подписан договор о мире с фашистами, с русскими фашистами. Мы находимся под законом, подписанным Асланом Масхадовым, президентом нашим, о военном положении. Мы находимся на войне. На данном этапе, пока не подписан договор о мире, мы находимся в состоянии войны с русскими фашистами. И мы не призываем к войне. Война и так идет. Наша страна оккупирована. Убиты 300 тысяч наших граждан. Это раз. Во-вторых, мы именно Кадыров Ахмад не остановил войну, потому что война, военное противостояние сошло на нет из-за того, что у одной стороны просто иссякли ресурсы вести эту войну. И мы всячески призываем, чтобы не было войны. А вы и ваш Кадыров призывают к тому, чтобы наш народ геноцидить. Вот человек Маргибата, месяц Рамадан, разговится, он вышел на улицу. Его забрали, он просидел это. Если бы это произошло в Германии, в христианской стране, где я разговиться, пошел купить буханку хлеба, я объяснил полицейскому, что я голодный, у меня дома ждут люди, которые тоже хотят покушать. Мы держали пост. И меня забрали бы, это был бы такой большой скандал. И это не мусульманская страна. Это христианская страна, светская страна. И здесь большая часть, подавляющее большинство людей христиане, ну или атеисты. Вы самых, вот тот, кто работает на Россию и служит этому оккупационному режиму, это могут быть кадыровская бандгруппировка, это может ямадаевская бандгруппировка быть, это может быть кокиевская или любая другая. Все русские чечены, российские чечены. Вот вы самая худшая часть общества, вы клопы. Вот вы клопы с русского ватника. Бичевского русского ватника вы клопы. Вы можете быть супер, ораторской, сможете супер богатыми, супер сильными и там супер умными, но вы останетесь клопами с русского ватника. Вот что я хотел сказать. На этой прекрасной ноте я хочу закончить свой эфир и поехать дальше. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи.